Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня с вами я, Мама Голя. Сегодня у нас погода прекрасная, минус 17 градусов, так красиво идет снег и ветра нет. Сегодня я решила жарить пирожки с картошкой. Я хочу вам заодно показать очень простой рецепт. Быстро, вкусно и сытно. Для этого я беру 1,5 стакана теплой воды, столовой ложки сухих дрожжей, столовой ложки сахарного песка, чайной ложки соли и 1/3 часть стакана подсолнечного масла. Кладу еще туда 3 столовые ложки муки. Все перемешиваю. И поставлю все это минут на 15 в теплое место. Это у нас опара. И пока у нас тесто поднимается, почистим картошки и поставим вариться. Я почистила, поставила, у меня картошка варится. В прошлом видео, когда я выпустила ролик ГБД, многие начали писать, что такое красный творог. Без красного творога можно ли готовить с белым творогом? Ну и с белым творогом можно готовить, но это уже не будет ГБД. Вкус будет совершенно другой. И спрашивают, что такое красный творог. Мы никогда не слышали, не видели, как готовится красный творог. И покажите, пожалуйста, как готовится красный творог. Я как-нибудь покажу вам красный творог. Красный творог я делала так. Брала я 6-7 литров молока, поставила кипятить. Когда молоко закипает, потихоньку добавляем 1,5 литра катык. Катык как простокваша. Катык в магазинах продаются. Не обязательно 6 литров брать. Можно поменьше. Можете попробовать на 3 литра. Как сможете уменьшить, так можете сделать. И все это перемешиваю и оставлю дальше кипятить. А когда молоко с катыком начинает подниматься, закипать, убавляем огонь, все хорошенько перемешиваем и оставляем кипятить. Время от времени подходим, смотрим. На медленном, на маленьком огне эта смесь будет кипеть от 4 до 5 часов. Там образуется творог. Через 4-5 часов посмотрим, в каком состоянии наш творог. Если сыворотки много, немножко половником убираем сыворотку. Сыворотка не должна много оставаться. Добавляем туда сахарного песка. Можно 100, 150, 200, кому как нравится. Кто сладкое любит, можете побольше. 150-200 грамм добавить. Все это хорошенько перемешиваем и оставляем дальше кипеть. Когда уже творог краснеет, шумовкой мы все убираем в тарелку. Там немножко все равно сыворотка остается. Вот это называется красный творог. Очень вкусный красный творог. Кто попробует, всегда захочет такой творог кушать. Нам нравится. Когда я держала корову, я готовила часто. Потому что туда молока надо много, если большая семья. У меня сейчас коза столько молока не дает. Постараюсь показать, как я делаю красный творог. Почистила я 1 луковицу. Мелко нарежу. Обжарю на подсолнечном масле до золотистого цвета и перемешаю с картошкой. Сделаю картофельное пюре. В картофельное пюре кладу обжаренный лук, сливочное масло. Кому сколько нравится. Можно приправы класть. Я добавляю перец, лук, соль и сливочное масло. Варится у меня картошка.
поджариваю лук. Вы, наверное, мои хорошие, кто смотрит канал моей дочери Розы, видите, что она справляется, скоро права получит. Я ей сказала, что у нее все получится. Скоро у них новоселье. Я очень рада, что у них все налаживается. Слава Всевышнему, что у них все получается. Я очень рада. Если Роза начнет водить машину, им будет легче. Легче будет детей в школу возить, легче будет куда-то съездить, по магазинам особенно. Очень тяжело продукты тащить на себе. Старается, сажает рассады, а у меня еще ничего не получается. Я только посадила перец, у нас еще рано. У Сонечки каникулы начались. Кто не знает канал моей дочери Розы, я оставлю ссылку на ее канал. Кому интересно, можете зайти посмотреть. Узнаете много интересного. И вы, мои хорошие, напишите мне, кто где живет и какие рассады вы посадили. Мне очень интересно, когда вы пишете новости о здоровье, когда у кого-то внуки, внучки появляются, у кого-то свадьба, у кого-то новоселье. Мне все интересно. И я радуюсь вместе с вами. Как вы радуетесь вместе со мной? Картошка у меня сварилась. Поджарила я лук. Кладу туда сливочного масла. Немного перца. И помнем. Через несколько дней весна. Ой, как я жду весну. Солнце. Вот и все. У нас начинка готова. Теперь возьмемся за тесто. Дрожжи разбухли у нас. Потихоньку подсыпаем муки. Не все сразу. И замешиваем тесто. У меня мука 3 стакана. Смотри еще какая мука. Муки бывают разные. Может пригодится чуть побольше. Тесто получится не крутое. Тесто получается мягкое. Где-то вот так. Сейчас это тесто мы поставим минут на 10 отдыхать. Более-менее поднимется. И начинаем работать. Жарить вкусные, пышные пирожки. Начиняем с картошкой вот таких пирожков. Тесто очень нежное, мягкое. Тесто надо мягкое делать. И поднимается хорошо. Сейчас мы жарим наши пирожки. Делаем вот такие шарики. Придавливаем пальчиками. Начиняем картошкой. Вот наш пирожок. Здесь у нас уже жарится. Ароматный запах пирожков.
Очень нежное тесто, прямо прелесть. Так и хочется играть тестом. Посмотрите, как все мягко. Вам, наверное, тоже заметно, видно. Картошки, пирожки пожарились. Цвет красивый, румяный. Когда пирожки кладем в кипящее масло, немножко надо вот так помять. Придаем формочку. Посмотрите, какое тесто. Нежное-нежное. Не надо жесткое тесто. Секрет в этом. Вот же как. Красота. Быстро, вкусно, сытно, бюджетно. Мука, масло, картошка у всех есть. Посмотрите, как поднимаются пирожки. Летом я еще добавляю сюда начинку. Зелень, зеленый лук, укроп. Очень вкусно. Картошка и так очень вкусная. Все мы картошку любим. Картошка нам никогда никому не надоедает. Из картошки можно всего приготовить. Наша основная еда у всех, наверное, картошка. Пирожки получаются красивыми, румяными. Вот столько пышных пирожков. Вот пирожки с картошкой. Тесто нежное. Пирожки получились на славу. А дети, угощайтесь, мои дорогие. Нам с мальчиками только это не осилить. Помогите нам покушать. Вот ничего сложного, все по-быстрому. Можно семью накормить. Тесто очень воздушное. Попробуйте приготовить такие пирожки. Вы не пожалеете. Если у вас насчет пирожков возникнут какие-нибудь вопросы, то вы мне напишите, пожалуйста, в комментариях. Я вам с удовольствием отвечу. Желаю вам всего доброго, здоровья, успехов, благополучия в семье. Не болеть. До следующих встреч. Всем пока-пока.